свою радость, в связи с тем, что эта конференция состоялась, и позвольте мне выразить свою точку зрения, свое мнение о том, что я считал, что такая конференция должна была состояться еще раньше, 20 лет назад, когда Грузия была независима. Потому что Грузия в силу многих причин, по многим причинам не обязана была делать, хотя, с моей точки зрения, собственно, своих интересов. Потому что мои товарищи, мы всегда считали, лет 20, как мы участвуем в национальном движении Чечни и Кавказа, мы считали, что интересы всех кавказцев взаимозависимы. Не может быть Грузия свободна без свободного Северного Кавказа, как не может быть свободный Северный Кавказ без свободной Грузии и свободного Азербайджана. Это вы можете проверить, мы лет 20-25 написали, всегда пытались быть в рамках придерживаться этих наших принципов. Это поэтому и мы не только заявляли, действовали, да, поэтому мне хочется напомнить, здесь есть и журналисты из Чечни, и они, наверное, вспомнить, что сразу же, как Чечня объявила независимость, мы поставили вопрос тот вопрос, который сейчас рассматривается здесь, на этом съезде. Была создана конференция, и называлась она «Народоубийство СССР». Мы считали, опять, не геноцид адыгов, не геноцид чеченцев, а поставили вопрос. Мы считали своим долгом перед народом из Кавказа и вообще перед народом, который унитарный, поставили вопрос именно так. Народоубийство СССР. И туда были приглашены представители всех угнетенных, всех депортированных, всех наказанных народов. Калмыков, крымских татар, адыгов, ингушей, карачайцев, балкарцев. И мы там приняли резолюцию. У меня, правда, резолюции нет, но есть доклад, я выступил там с докладом. И доклад назывался «Геноцид продолжается». И я зачитаю вам один пункт из резолюции по поводу того депортированных народов, по поводу прав народов, по поводу потомков тех народов, которые были выселены со своей родины, в том числе и черкесов, в том числе и крымских татар, в том числе и нагайцев, которые, как правильно отметил предыдущий оратор, они населяли степи от Азовского моря до Каспийского моря. Это был огромный народ. Что с ним стало? Сегодня несколько десятков тысяч. Уничтожили главный великий герой русского народа, это Суворов. Жестоко уничтожил. Вот я зачитаю вам этот пункт. Который потом вошел в резолюцию этого съезда, этой конференции, которая народоубийство СССР. Нынешнее российское государство является правопреемником российского государства, царского и советского периода. А это означает ответственность за деятельность предыдущих правительств. В данном случае ответственность за геноцид и депортацию народа не только в 20-м, но и в 19 столетии. Срок давности не распространяется на лиц, совершивших преступления против человечности. Тем более он не должен распространяться на государство. Это означает, что российское государство обязано создать необходимые условия возвращения на историческую родину потомков изгнанных Российской империи в результате агрессивной войны народа, агрессивной войны. Если право на вещи передается по наследству, то тем более относится к праву на родину, на землю предков, которых их насильственно лишили. Кроме того, российское государство должно признать потомков насильственных переселенцев, независимо от того, вернулись они или нет, они в настоящее время на свою историческую родину, гражданами тех земель и тех республик, откуда были изгнаны их предки, если они от этого сами добровольно не откажутся. Во имя искоренения навешенного геноцида, депортации, принцип неотвратимости и наказания должен восторжествовать, и в данном случае нужно положить конец имперской политике совершившихся фактов. Это один из пунктов того, что мы предложили, который вошел тогда в резолюцию. Я напоминаю вам, это 94-й год, Народоубийство СССР, конференция в Чечне, Грозно состоялась. Здесь я в форме предварительного замечания, то, что я сейчас говорю. И во-вторых, хотел бы сказать, что здесь черкесский геноцид или чеченский мне хочется сказать, что нужно исходить из того, что российское правительство проводило единую политику по отношению к народу Северного Кавказа.
когда для них это результат, это геноцид, депортация народов, от них, да, действительно, черкесов 90% тогда выселили. Но и это же участь ожидал и Северо-Восточный Кавказ, просто сухопутная дорога, возможность геополитических условий не позволили сделать то же самое, как с черкесом, там близость к Черному морю и так далее, это ситуация там другая была. Но цель России была такая же, изгнать или депортировать, уничтожить народы Северного Кавказа. То есть политика по отношению, вот для России это политика по отношению к одним объектам. Поэтому это не было результатом разных политик, разновременно. Почему они были объектом политики? Это потому что эти народы не хотели покориться Российской империи, защищали свою свободу. И защищали не отдельно, а вместе. Черкессы, Западной Адыги и Чечня и Дагестан, сейчас их представляют, вот, как бы они существовали отдельно. Нет, они входили в состав единого Северо-Кавказского государства Мамай. Чечня, Дагестан, имам Шамиль непосредственно управлял, но и там Адыгея, так назывался, тогда Северо-Западный Кавказ. Вы знаете, по просьбе самых адыгов, этими, скажем, управлял, от имени имама Шамиля управлял этой частью этого государства Наиб Мухаммед Амин, да это еще один был. То есть, в этом смысле, мне кажется, вот этот вопрос нужно ставить как один, потому что процесс результат единой политики, поэтому мы должны ставить вопросы. Вот я могу в качестве примера вам такое сравнение сделать. Вот в Чечне есть много селений. Есть вообще в Чечне практически нет ни одного села, который бы не был бы много раз не был сожжен, уничтожен. Это факт. У нас там в Латвии называют, она практически почти все нет, но есть, которые 2 или 3 раза, или 4 раза. Вот как было бы, если одно чеченское селение поставил вопрос о признании геноцида, от других. Мне также рассматривать вопрос того, что мы сегодня рассматриваем. Этот процесс, это не в наших интересах разделять, делить нас друг на друга. Мы взаимозависимы и мы должны знать, что каждый кавказский народ в своих собственных интересах должен защищать интерес другого кавказского народа. Вот это. И второе. И дальше тоже так же было, хочу сказать, что была провозглашена Северо-Кавказская республика, вы все знаете, туда входили представители всех Северо-Кавказских народов. Потом и был провозглашен Эмират Северного Кавказа, в Хаджи, в 19-20 году, тоже все представлены, все были Северо-Кавказский народ представлены. И в 30-40-е годы в Западной Европе иммиграция тоже рассматривала себя в политическом отношении, как политически единое целое. Наши предки. Поэтому нам нужно с них брать пример. Это вот такие замечания я хотел бы сделать. Извините. И еще. И далее я перейду. Опять это очень большая тема, огромная тема. Я боюсь, что я буду поэтому вот так бегом попытаюсь там несколько высказать своих мыслей, своих предположений вот, по поводу вот, тех вопросов, которые здесь обсуждались. Вот первое. Вот мой предыдущий Хаджи Мурат говорил вот, о настроении в России, что вот все оправдывает. Да, оправдывает. В России оправдывает депортацию 23-го года. Не какие-то маргиналы, а вот серьезно, ученые на серьезном стадии говорят, правильно их выставили, была необходимость выставить. То же самое мы читаем, те, кто читает русский форум, русские газеты, знает, то же самое они оправдывают политику 19 века, тот же геноцид против адыгов. Как только они подняли вопрос о признании геноцида, началось бурное обсуждение, они там говорят, да, была необходимость, адыги нападали на них, хищники были, набеговые системы, выдумывают всякие теории, оправдывают. Это не единично, а целое, на всех уровнях оправдывает. Да, есть вот эту политику депортации, геноцид оправдывает на депутаты, чуть не высшие должностные лица, заявление делают. Я не говорю, что самое, но есть, это распространенное мнение, они будут говорить. Но почему встает вопрос? И народ, нужно признать, широкое население, такое общественное мнение тоже вот разделяет вот такую точку зрения. Да, правильно выставили, нужно было выслать. И никто не осуждает. Наоборот, вы знаете из премьера последних 2 чеченских войн, палачей, бандитов, этих людоедов, этих шаманов, Буданов, вы знаете, даже депутат одного выбрали губернатора, а другого депутата выдвигали. Почему вот такой вопрос у меня возникал? Откуда такая жестокость? Откуда такое? Мы же у себя на земле, мы же не нападаем на Россию никогда, я имею в виду Северный Кавказ. Откуда такая жестокость? Необъяснимая. Я в связи с этим,
Это не только для чеченцев, я выражу, это какая непонятная жестокость, необъяснимая жестокость. Это не только мое мнение, кстати говоря, Толстой тоже на Джимрате в своей книге пишет, как наше отношение. Наше отношение вот к такой жестокости, такой бессмысленной жестокости. Жестокость в мире есть, но такая бессмысленная, необъяснимая жестокость, это выходит вот, разум не воспринимает, не объясняет. И